беларускай дзяржаўнай філармоніі працягваецца беларуская музычная восень. Адзін з нязменных складнікаў фестывальнай афішы – канцэрты харавой музыкі. Так, заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Рыгора Шырмы прадставіць новую праграму «Іншая прастора». Пра харавыя творы, што прагучаць на вялікай сцэне установы, а таксама прэм'еры вечарам у наступнай размове. Ольга, Мария, приветствуем вас. Программа «Другое пространство» в каком-то смысле подытоживает творческий некий период капеллы? В этой программе мне хотелось показать лучшее, что освоено коллективом за последние 5 лет. Наверное, самое яркое, самое сложное, самое необычное. Другое пространство не в смысле какого-то пространства жизненного или концертного пространства, а это пространство, духовное пространство. Все произведения подобраны таким образом, чтобы человек немножко оторвался от своей какой-то вот заботы жизненных, от материального, вот, чтобы он как-то очистил душу свою. Это, наверное, высшая задача, которую я себе ставлю, в принципе, в музыкальном творчестве. А что это за произведения, которые перенесут нас в другую реальность? Мы весь год исполняли Рахманинова, да. И вот мы решили взять одно из таких его ранних сочинений, которое является шедевром хоровой музыки, хоровой концерт «Молитва неусыпающей Богородицы», поэтому мы будем им начинать. Он написал, ему было всего 19 лет. И это просто его откровение. Да, это первое его обращение к духовной музыке. Он только-только прикасался к вообще духовному миру, к Богу, и вот это его первые были шаги, первые пробы через это произведение. Любой концерт капеллы также не обходится без премьер. И знаешь, что на этот раз прозвучит премьера Елены Трошкевич? На этом концерте прозвучит 3 фрагмента ее поэторий на слова высказывания выдающегося арабского такого философа Омара Хайяма. Вот такие истины, вечные истины о любви, о смысле бытия, о различных душевных каких-то волнениях человека, о жизненном пути. Это будет мировая премьера, впервые прозвучит. Но я не могу также не упомянуть еще одно сочинение, совершенно уникальное, произведение Гиакончелли. «Амао Оми» называется. Оно написано для хора и 4 саксофонов. Такой невероятный, необычный состав. Вообще мы привыкли, что музыка Кончелли – это музыка для кино. Но это сочинение действительно это для большой сцены, концертное сочинение написано необыкновенной глубины. Музыка, на самом деле, очень кинематографична. Она действительно, как, знаете, как лоскутное дело, то есть как воспоминания, как кадры какие-то. И во втором отделении мы тоже взяли еще несколько необычных произведений, о которых тоже не могу не упомянуть. Это музыка американского композитора Эрик Уайтекер, очень известный, очень исполняемый в мире, но произведение ультрасложное. Оно называется «Леонардо Дрим and his flying machine». То есть Леонардо Дрим и его летающая машина. Настолько оригинально написано, настолько необычно, виртуознейше. Ну, я надеюсь, что у нас получится. И во втором отделении еще один Эрик, то есть уже Эрикс Эшенвальс. Это вообще мой любимый прибалтийский композитор. Это произведение называется «In Paradisum». Он посвятил это произведение памяти своей бабушки. Оно написано для хора и 2 солирующих инструментов. Это альт и виолончель. Тоже очень необычный состав. И вот именно оно соприкасается, наверное, с названием самого концерта «Іншая прастора», то есть другое пространство, «In Paradisum». То есть, понимаете, это тот мир, который именно к Богу душа устремлена. Ольга, Мария, благодарим вас за встречу и, конечно же, будем слушать музыку на концерте «Другое пространство». Знаходиться виставом та збірком ансамбля «Іславія».
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в Большом зале Белорусской государственной филармонии на концерте заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственной академической хоровой капеллы имени Григория Ширмы, главный дирижер Ольга Ян. Другое пространство. Так называется сегодняшняя программа. В нее вошли произведения, объединенные особой идеей – идеей музыкальной медитативности. В каждом из сочинений, которые сегодня прозвучат, авторы обращаются к фундаментальным духовным ценностям, единым для всего человечества, к любви, вечности, Богу, свету, надежде, к радости, к миру. Это великолепные сочинения из абсолютно разных эпох, которые доказывают, что жанр хоровой музыки полон настоящими шедеврами, созданными как в прошлом, так и в настоящем. Один из критиков заметил, что музыка может объединять миллионы людей, а может быть личным сокровищем, которым хочется любоваться в одиночестве или делиться только с самыми близкими. Музыку первого типа вы легко найдете без нас, точнее, она сама вас найдет. Мы же приглашаем вас заглянуть в другое звуковое пространство. Сергей Рахманинов. Концерт для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу». Исполняет Государственная академическая хоровая капелла имени Григория Ширмы, дирижер, лауреат международных конкурсов Мария Козырева. Deus
Родион Щедрин, да светится имя Твое, из русской литургии запечатленный ангел. Дирижер Ольга Янова. Эшенвальдс «Колыбельная солдатской матери». На слова Вальфреда Оуэна. Адаптация текста Джека Вайна. Перевод на белорусский язык Юлии Шитько. Солисты Наталья Корецкая, сопрано, Денис Лазовский, баритон. Крокодили, стрелы и барбары.
фрагмента из хоровой поэтории «Тайны бытия. Истины» от Омара Хайяма. Премьера. В одно окно смотрели двое, орел за музы красивым быть, дуэт поэта и музы — все это есть любовь. Солисты: Мария Козырева, сопрано, Елена Комарова, сопрано, Анастасия Сенкевич, меццо-сопрано, Игорь Степура, тенор.
Олег Ходоска, Агнус Дей, Агнец Божий и симфонии для хора Месса. Солисты Мария Керус, сопрано, Анастасия Сенкевич, меццо-сопрано.
Готовы, и мы продолжаем программу сегодняшнего концерта народной песни в обработке профессиональных композиторов. Итак, русская народная песня «Частушки» в обработке Олега Коловского. Солисты Наталья Корецкая, сопрано, Елена Комарова, сопрано. Дирижер Ольга Янова.
аранжировке Екатерины Мадатовой. Солисты Юлия Малых, сопрано, Мария Керус, сопрано, Милан Милевоевич, тенор.
белорусская народная песня «Ходит баба по улице» в обработке Михаила Гайбарауского. «Ой, рано на Ивана» в обработке Елены Адрашкевич. Ой,
и музыку. Дорогие друзья, мы продолжаем концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственной академической хоровой капеллы имени Григория Ширмы. Во втором отделении другое пространство будет создаваться произведениями современных зарубежных авторов. Откроет программу сочинение грузинского композитора Гия Кончели «Война бессмысленна». Произведение написано в 2005 году по заказу Московского государственного академического камерного хора и его художественного руководителя Владимира Минина. Оно наполнено внутренней скорбью и посвящено памяти двух погибших друзей Кончели – Нано и Нино Еловани. Необычен исполнительский состав сочинения, смешанный хор и 4 саксофона. Для сегодняшней премьеры главный дирижер капеллы Ольга Янова пригласила к сотрудничеству квартет саксофонистов «Саксис», который был создан в 2011 году и стал первым профессиональным квартетом саксофонистов в Республике Беларусь. Опыт сотрудничества оказался более чем плодотворным, и капелла, и дирижер благодарны квартету и надеются на дальнейшие совместные творческие проекты. Итак, Гия Кончели, Амао Оми, «Война бессмысленна». Исполняет Государственная академическая хоровая капелла имени Григория Ширмы. Солисты Мария Козырева, сопрано. Квартет саксофонистов «Саксис» в составе: Никита Петров, сопрано, Павел Казак, альт, Виктор Тимофеев, тенор, Дмитрий Шувалов, баритон. Дирижер Ольга Янова.
продолжит программу произведения латвийского композитора Эрикса Эшенвальца, посвященная памяти ушедшей бабушки, возвышенная и пронзительная. Это сочинение – своеобразная попытка автора отобразить посредством восхождение человеческой души в рай. Ин парадизум для хора, виолончели и альта. Солисты: Мария Кирус, сопрано, Олеся Олесюк, альт, Елизавета Шапо, виолончель.
завершит сегодняшний вечер произведение одного из наиболее востребованных и исполняемых в мире композиторов Эрика Витакра «Мечты Леонардо о его летающей машине». Это виртуозное сочинение, вобравшее в себя элементы музыки эпохи Возрождения, а также современные звукоизобразительные приемы. Оно создано в 2001 году на стихи друга Витакра, поэта и хорового певца Чарльза Антонио Сильвестри. Композитор вспоминает об этой совместной работе следующее. Мы начали с простой концепции, что бы звучало, если бы Леонардо да Винчи видел сны. А точнее, какая музыка наполнила бы сознание гения. Сочинение должно было рассказать о том, как Леонардо мучает зов ветра. Мучает до такой степени, когда для него остается разгадать загадку и понять, как летать. Мы подошли к работе так, как будто писали короткую оду. Чарльз предоставлял мне черновик за черновиком пересмотренного либретто, а я, в свою очередь, показывал ему написанные мной музыкальные фрагменты. Когда Чарльз начал оформлять текст в красивые фразы и жесты, словно поэт эпохи Возрождения, мне пришлось постоянно совершенствовать свою музыку, чтобы она соответствовала старинному элегантному стилю его слов. Думаю, в итоге мы достигли удивительного баланса, экзотического гибрида старого и нового. Итак, Эрик Витакр. «Мечты Леонардо о его летающей машине». Солисты: Елена Комарова, сопрано, Наталья Корецкая, меццо-сопрано, Денис Лазовский, баритон, Олег Машера, тамбурин. Дирижер Ольга Янова.